Здравствуйте. В прямом эфире новости, в студии Джолдош Исаков. Новых зараженных не выявлено. Их по-прежнему 14 с минувшей субботы. Это самая главная новость на сегодня от Минздрава. Но все сказанное начальником управления общественного здравоохранения не менее важная для граждан информация. В стране, напомнила Айнура Ахматова, режим чрезвычайной ситуации. Многие не воспринимают это всерьез. Некоторые граждане, по словам Ахматовой, вместе с детьми выходят на улицы по вечерам, заполняя дворы и места гуляния близ парков. Что касается инфицированных, у 12 зараженных состояние относительно удовлетворительное. У двоих оно ухудшилось. 71-летний мужчина переведен в реанимацию. Он находится в Джалалабадской областной больнице. У него развилась правосторонняя пневмония. На сегодня те 14 случаев, которые у нас в Кыргызстане подтверждены, также продолжают получать свое лечение в стационарах Кыргызской республики. Это 8 женщин и 6 мужчин. Как вчера мы сообщали, состояние двух пациентов оценивалось как средней тяжести, и сегодня мужчина 49-го года рождения переведен в реанимационное отделение. У него развилась правосторонняя пневмония, проводятся все необходимые мероприятия. Остальные 12 госпитализированных также продолжают получать свое лечение, состояние их относительно удовлетворительное. Кыргызстан, как отметила представитель Минздрава, сейчас особенно беспокоит ситуация в соседних странах, с которыми происходит наиболее частое перемещение наших граждан, и тех государствах, с которыми у нас наиболее тесные отношения. Это Казахстан, где уже 60 заболевших, Россия 367, Узбекистан 42 случая. Въезд иностранцев в Кыргызстан запрещен, а вот свои продолжают прибывать на родину. Новые тест-системы, возможно, позволят лучше сортировать прибывающих. Это 5000 тестов, которые отличаются простотой и, главной оперативностью в определении результата. 15-20 минут и понятно на обсервацию человека или под домашний карантин. Проверять их с помощью на коронавирус будут только те лица, у которых есть соответствующие симптомы, а это повышенная температура, сухой кашель, контакт с зараженными или, возможно, зараженными. Большая часть экспресс-тестов отправлена в Волжскую, Баткенскую и Джалалабадскую области. Что касается аппаратов искусственной вентиляции легких, их в Кыргызстане 625 штук. Алгоритм действий, подчеркнули в Минздраве, в данное время быстро меняется, так как меняется ситуация в странах. Так, накануне пассажиров, которые ожидали, что их отправят под домашний карантин, поместили под обсервацию. Это новая коронавирусная инфекция. И в эпидемиологии эти алгоритмы будут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации, которая складывается не только в Кыргызской республике, но она будет меняться от эпидемиологической ситуации, которая складывается во всем мире. Было принято такое экстренное решение о том, чтобы этих граждан поместить на обсервацию. И вот сегодня уже пришли эти экспресс-тесты, уже пришли тесты с Российской Федерацией. И непосредственно там, так как эти граждане находились под условиями очень высокого риска заражения в странах с эпидемиологически неблагополучной ситуацией, чтобы защитить граждан, которые сегодня находятся у нас внутри страны, мы приняли такое решение. Министерство иностранных дел подтверждает информацию, что в Пакистане среди заразившихся коронавирусом выявлен гражданин Кыргызстана. По предварительной информации дипломатов, он вместе с 4 другими кыргызстанцами пребывал на территории Пакистана с целью осуществления религиозного миссионерства «Даават». Заболевший кыргызстанец, как сообщается, госпитализирован в больницу Исламабада. Остальные 4 помещены под карантин. Республиканский штаб призывает граждан к пониманию и спокойствию, а отдельные СМИ не нагнетать ситуацию. Как отмечается, сейчас всем нам необходимо объединить усилия, сплотиться и помогать друг другу. Нельзя забывать о дисциплине и не допускать паники. Штаб призывает кыргызстанцев не забывать, что ситуация может усугубиться. Каждый человек должен понимать ответственность перед своими близкими, находиться дома, соблюдать правила гигиены. Всем кыргызстанцам сейчас нелегко, особенно простым врачам, медсестрам, вирусологам и работникам других экстренных служб. Сейчас им требуется поддержка. Штаб также призывает граждан, находящихся в местах обсервации и карантине, сохранять спокойствие, проявить понимание и терпение к имеющимся бытовым условиям. Государство, как отмечается, прилагает все возможные усилия для обеспечения безопасности и здоровья граждан.
В связи с введением чрезвычайной ситуации на территории страны ограничивается движение между областями. В 7 регионах установлены санитарно-карантинные посты. В Чуйской области 5, в Волжской 4, в других областях по 1. В каждом пункте дежурят сотрудники правоохранительных органов и медики. Они будут работать круглосуточно. Людей, как сообщаются, пропускают, если есть веская причина. А если граждане едут просто навестить родных или близких, посетить какое-то мероприятие, тогда им запретят пересекать посты. Также беспрепятственно могут проезжать люди, которые занимаются бизнесом, сообщили в штабе. Правительство вводит запрет на временный вывоз некоторых продуктов питания и товаров первой необходимости. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. В перечень включены пшеница, мука, растительное масло, сахар, яйца куриные, рис, макаронные изделия, дезинфицирующие и антибактериальные средства, салфетки, а также комбикорм и отруби. Меры, как отмечают в Кабмине, вынужденные. Они приняты, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Кыргызстанец пытался незаконно провести в Казахстан медицинские маски. Попытку пресекли пограничники на КПП «Актелек». При прохождении паспортного контроля мужчина заявил, что его супруга является гражданкой Казахстана, и он направляется к ней. При этом молодой человек вел себя нервозно, постоянно оглядывался по сторонам и тем самым вызвал подозрение у пограничников. В ходе проверки в ручной кладе пограничный наряд обнаружил в сумке, обвернутой бумагой и скотчем, медицинские маски в количестве 4000 штук. Они были без сопроводительных документов. Также сообщается, что правительство расширило список иностранцев, которым запретили въезд в Кыргызстан. Теперь запрет касается практически всех граждан иностранных государств, в том числе и тех, кто является членами семей граждан Кыргызстана или имеющих постоянный вид на жительство в нашей стране. Кабмин просит отнестись к этим мерам с пониманием. Ограничения вводятся исключительно в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в нашей стране. Президент подписал указ о приостановлении всех мероприятий, связанных с выборами в местные кенеши, которые должны были пройти 12 апреля. Как отмечается в указе, в соответствии с нормами Конституции, устанавливающими, что высшими ценностями независимого демократического государства являются человек, его жизнь, здоровье, права и свободы, а также право каждого на охрану здоровья, сложившаяся эпидемиологическая ситуация в нашей республике требует принятия неотложных мер. Отметим, решение о переносе выборов было принято в минувшую субботу на заседании Совета Безопасности, по рекомендации которого в тот же день был введен режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Центризбиркому поручено внести предложение по назначению даты перенесенных выборов после окончания режима ЧС. Соблюдать карантинные правила призывают не только чиновники и медики. Сознательные граждане в соцсетях просят соотечественников не пренебрегать советами специалистов и условиями режима ЧС. Не выходить без острой необходимости на улицу и собираться на разные мероприятия. С обращением выступили и кыргызстанские студенты, обучающиеся в Турции. Они призывают граждан, находящихся сейчас за рубежом, не пытаться вернуться в Кыргызстан и постараться переждать пандемию в тех местах, где они сейчас проживают. Цель нашего обращения – внести свою посильную лепту в борьбе с этой инфекцией, делясь правильной информацией и опытом, чтобы наш народ скорее и легче избавился от вируса. Мы хоть и далеко, но всем сердцем мы с Кыргызстаном. Как и другие наши граждане, которые находятся за пределами Кыргызстана, мы также хотим вернуться на родину, к родителям, родным и близким. Но нам важны не наши личные интересы, а безопасность здоровья нашего народа. В условиях эпидемии будет правильным остаться в том месте, где живет человек. Поэтому, уважаемый соотечественник, находящийся за рубежом, ради своей родины, оставайтесь на своем месте. Призываю не запасаться продуктами. Берите только то, что нужно. Будьте терпеливы. Ничто не вечно в этой жизни. И эта пандемия – временное явление. Мы ее победим, если у нас будет вера, согласие и дисциплина. На это пока все. О развитии событий вы узнаете из наших следующих выпусках. Оставайтесь вместе с нами.